Да, этот спортивный костюм так откровенен на стольких уровнях, потому что он приводит к вопросам о женском теле, как с точки зрения женственности, так и с точки зрения здоровья. И что произойдет с обеими вещами, когда белые женщины начнут ходить в колледж? Женщины были в семинариях, они были в старшей школе, но идти в высшие учебные заведения и иметь учебную программу, аналогичную учебной программе для мужчин, было гораздо опаснее. Поэтому спортивный костюм связан с движением физической культуры, которое уже произошло в XIX веке. Там была гимнастика и костюмы для занятий гимнастикой. Но когда они вступают в студенческую жизнь, возникает новый вопрос об их телах. Это интересно, потому что ты думаешь, что многие вопросы о высшем образовании должны касаться женских умов. Но даже самое первое исследование AAUW, Американской ассоциации женщин-университетов, касается женских тел и их здоровья. Таким образом, спортивный костюм помогает опровергнуть оба этих вопроса. Может ли колледж подорвать женственность женщин? И подрывает ли колледж здоровье женщин? Так, я думаю, что вещь, которая поможет немного подумать о спортивном костюме, это понимание, что базовое медицинское понимание тела в то время состояло в том, что это закрытая система. Так что если женщины использовали свои умственные способности, кровь в замкнутой системе будет поступать в мозг, а не в репродуктивную систему. Итак, у вас есть известные ученые, и один из них известен в Гарварде как доктор Эдвард Кларк, и он говорит о том, что это подрывает здоровье женщин, их репродуктивную систему. Теперь это проблематично в двух случаях. Один – это сами женщины и их женственность, а второе – это раса, и это белые женщины. Выживание расы. Кто будет это делать, если белые женщины не будут иметь детей, так как не могут или не хотят, потому что учатся в колледже и у них есть другие варианты? Поэтому все дебаты о женщинах в высшем образовании фильтруются через дискуссии о цели с спортивным костюмом, уже имеющим свою историю. Но как мы собираемся опровергнуть это? Лично администраторы колледжей, преподаватели, они берут это на себя, они опровергают эти опасения. И один из ключевых способов сделать это – доказать свое здоровье с помощью физических упражнений. Поэтому они надевают этот спортивный костюм. Теперь, на мой взгляд, забавно смотреть на этот спортивный костюм для белых женщин, ведь им это нравится, им понравился спортивный костюм. Так что они не только выиграли спор, но им понравилось надевать этот костюм. Таким образом, в эту дискуссию входят женщины, и вопрос о том, что нужно делать, чтобы иметь этот костюм. И важно помнить тогда, что вы не можете купить их в магазине или в продаже. Я имею в виду, есть местные портные, которые знают, как их сделать. Есть портные дома, портнихи, но в основном это их мамы. Поэтому, когда они пишут домой и говорят, что мне нужен этот спортивный костюм, чтобы участвовать в жизни колледжа, они как бы обучают своих матерей в совершенно новом мире, частью которого они являются. Так, например, у вас есть много студентов, пишущих домой, потому что они хотят этот наряд. Это должно быть сделано, им нужны деньги. И вот, например, у вас есть ученица такая, как Джозефина Уилкин, и ее письмо действительно стоит прочитать, потому что оно такое наглядное. Она говорит: в 1891 году. В этом году юбок вообще не будет. Брюки турецкие, плессированные в ленту, которая застегивается на талии. Очень похоже на изображение, которое мы смотрим. Юбок больше нет. Таким образом, это начинает отходить от более раннего снаряжения, которое было более громоздким. Каждая нога имеет ширину 80 дюймов, восклицательный знак. Они зашиты снизу примерно на фут, а затем в центре между ног находится квадратный кусок, примерно 8 квадратных дюймов, чтобы придать им лучшую форму. Думаю, ты понимаешь, как выглядит блузка. Дочь матери, верно? Туфли стоят $2,25, сделанные на заказ. Пришлите мне деньги. Если не хватает ткани, то не надо делать брюки такими полными, но я думаю, что тебе хватит. Поэтому я думаю, что это важно с точки зрения культурных изменений, как женщины разжигают это в рамках этой дискуссии со своим телом, с материальной культурой. Затем вторая вещь, которую нужно рассмотреть, это то, что студенты действительно наслаждались в этом спортивном костюме. И снова мы смотрим на объект через наш объектив. Он выглядит тяжелым. Для них она была довольно легкой по сравнению с их обычной одеждой. Они не были туго зашнурованы, но большинство женщин носили корсет каждый день, который мешал физическим движениям. И они часто носили какие-то каблуки или туфли, которые были менее удобными, чем те, которые они носили со спортивным костюмом. Так что эти две вещи в любом случае дают возможность двигаться более свободно, находясь в одежде. Ну вот как это описала одна студентка. Сейчас она только что сообщила матери, что надевает спортивный костюм. И это ей поможет оставаться здоровой и не сделает ее ни женственной или непривлекательной. Хорошо. Лиз Миллер описала матери привлекательность и удобство спортивного костюма. Цитата: «Наши костюмы очень красивые. Хелен, ее сестра, очень подходит. Очень подчеркнуто. Наши костюмы, конечно, очень короткие, очень свободные и очень забавные. Мисс Хант, наша учительница, очень красивое платье, и она очень грациозна. Наши костюмы, безусловно,
безусловно, самые удобные вещи, которые я когда-либо носила, хотя они кажутся довольно легкими, пока мы не привыкнем к ним. Поэтому, когда вы сравниваете ярдые одежды с теми, что легкие, пока мы не привыкнем к ним, их послание домой для того, чтобы успокоить родителей, а следовательно и более широкую культуру, вы можете увидеть силу спортивного костюма, его роль на разных уровнях для белых женщин.